Людмила и Павел, у меня к вам вопрос. Юрган звонили, заинтересовались темой нашего вебинара. Хотела у вас спросить, могу ли я дать ваши координаты, чтобы они, если что, с вами связались для своего репортажа? Да, конечно. Да, все хорошо. А то они звонили, но я сказала, что вы будете в онлайне, поэтому, ну, у вас уже не смогут взять интервью, поэтому я, если что, если вы согласны, передам ваши данные, они с вами свяжутся, возможно, вы какую-то информацию дадите, они снимут или сделают репортаж по вашим турам. Да, Спасибо. конечно. Давайте. Да, все, давай начинаем тогда. Все, начинаем тогда, открываем эфир. Так, все, да, можем начинать. Всем здравствуйте. Прошу всех участников нашего вебинара поставить плюсики, если меня слышно, видно, чтобы понять, можем ли мы начинать, все ли нормально со звуком. Так, один. Так. Все. Угу. Ну, кто-то уже пошли. Плюсики пошли. Тогда мы начинаем. У нас по времени начало в 10:00. Ежегодно в конце февраля Национальная библиотека Республики Коми проводит Дни Арктики. И в этом году, как и в прошлом, ввиду сложной эпидемиологической обстановки, все мероприятия Дней Арктики пройдут в онлайн-формате. И сегодня представителям туристической отрасли предоставилась такая возможность открыть День Арктики 2022. И мы приветствуем всех участников и гостей на онлайн-вебинаре «Арктика Туризм». После каждого выступления вы можете задать интересующие вас вопросы, и я озвучу эти вопросы экспертам, которые дадут ответ. Сегодня речь пойдет о действующих турах арктической территории Республики Коми, и я готова передать слово директору ООО «Хорс» Павлу Потемкину, который представит туры по арктической территории нашего региона. Здравствуйте. Вкратце представлюсь. Я директор ООО «Хорс». Мы на туристическом рынке работаем с 2017 года, то есть 5 лет. В силу своей некоторой специфики нашей организации работаем только летом. И поэтому я сейчас представлю 4 наши основных тура водных. Вот. И если можно, начну. Включите, пожалуйста, презентацию. Так, первый тур наш каньон Нияю. В 2019 году он занял первое место на международной форуме выставки. Тур 8-дневный. Мы его позиционируем как экскурсионно-обзорный, то бишь там очень много у нас радиальных выходов. Это экскурсия и по каньону очень красивому, являющаяся ОПТ местного значения, правда, и экскурсия в стойбище оленеводов и восхождение на горную вершину. Также можно порыбачить. И он с элементами экстрима. В каньоне расположено несколько порогов второй и по высокой воде третьей категории сложности, которые мы тоже будем проходить. Вот, соответственно, решение о прохождении или обносе порогов у нас принимает исключительно инструктор-проводник. Можно следующий тур? Так, тур Хадата, жемчужина Полярного Урала. Это тур-сплав, он вообще 10-дневный, но поскольку мы сейчас ввели механизацию, то есть у нас катамаран теперь с мотором, мы укоротили его до 9 дней, и тур стал более легким для клиентов. Начинается от красивого, очень, правда, красивого озера, там тысячники Карнау-де-Кео, Анучина, и там же у нас радиальный выход по программе в тура на один из самых больших ледников Полярного Урала, ледник Иган. Также, соответственно, можно порыбачить, сплав проходит по красивой горной долине. Выброска через город Лабытнанги, город Воркута на поезде. Стоимость на человека от 46 тысяч. К сожалению, пришлось поднять в этом году стоимость
наших туров всех, потому что выросла стоимость забросок и выбросок. К сожалению, от этого никуда не деться. Следующий тур. Тур очень красивый. Занял в 2020 году второе место по Республике Коми. Судействовал Михаил Юрьевич Кожухов. Кстати, в прошлом году я Михаила Юрьевича и его клуб путешествий возил по этому маршруту. Несмотря на достаточно непростые северные условия, тур понравился. Очень восхитили каньоны наши. Сплав проходит точно по границе Ямало-Ненецкого, Республики Коми и Ненецкого автономных округов. То есть мы будем плыть прямо по границе. Соответственно, тоже можно порыбачить. Ну, при удаче можно встретить оленеводов, но поскольку они кочуют, не всегда получается посетить оленеводов. Вот. Но сплав очень красив, интересен. Прям я бы вам рекомендовал бы обратить на него внимание. Следующий тур. И последний тур. Его на самом деле предлагают все туристические организации, которые занимаются туризма в Республике Коми. Мы не стали в стороне, но у нас тур более насыщенный. У нас очень много радиальных выходов. Это радиальный выход и к Нефритовому водопаду, и по Сопским ущельям, и восхождение на обзорные горные вершины. Вот. Тур недорогой, подходит и неопытным туристам, и красивые тоже места, но, к сожалению, от тех трех, которые я представил до этого, там достаточно людно, но, с другой стороны, и более безопасно. Все наши туры у нас сопровождаются опытными проводниками, у нас обязательно есть в турах спутниковая связь. Все свои группы мы регистрируем в группах МЧС в обязательном порядке. Это наше обязательное условие. И всем нашим туристам мы обязательно говорим, чтобы были готовы к нашей северной непредсказуемой погоде. Потому что, несмотря на то, что у нас лето бывает, но так получается, что один день плюс 20, другой день плюс 5, а то и нулевая температура. Надо к этому тоже быть готовыми. Обязательно. Ну, в целом все. Вот. Тут показаны наши контакты. Мой контактный телефон, телефон наших менеджеров. Всегда можно в Телеграме, в WhatsApp, в Вибере со мной связаться. Я всегда на связи. Также у нас есть группа ВКонтакте, так называется, Polar Travel, туризм на Полярном Урале. Контакт, Инстаграм, Фейсбук. Тоже там всегда мы на связи, всегда можно задать вопросы. Спасибо за внимание. За представление вашей информации, да, сейчас подождем, да, минутку, возможно, появятся вопросы, если у кого-то есть вопросы по турам, пожалуйста, задавайте. А у меня вот пока возник такой вопрос, Павел, для организованных групп, вот если организованные группы к вам заявку направляют, оптимальное количество человек для таких туров, есть же, наверное, какие-то пределы? Да, кстати, и прошу прощения, что не упомянул об этом. Действительно, у нас минимальная группа 5 человек. Именно вот эти вот стоимость, то, что указано в нашей презентации, это именно на группу из 5 человек. Соответственно, если человек будет меньше, то стоимость придется увеличить. И, соответственно, кратность у нас такова: 5 человек плюс проводник. Точно так же это зависит от транспорта. Транспорты, как правило, триколы. Трикол точно так же берут 6 человек плюс груз. От этого мы и скачем. Соответственно, если будет группа больше, эта стоимость уже рассчитывается индивидуально. Мы подыскиваем транспорт более вместительный. Вот, в данном случае это либо вездеходы, либо Руслан. Вот. Но кратность такова: 5 плюс 1. Это оптимально. Мгм. Хорошо, спасибо. Я думаю, что многие посмотрели. Я думаю, что такие туры – это мечта у нас для экстремалов, тех любителей экологического отдыха. Спасибо большое. Оставайтесь, возможно, в конце всех выступлений еще поступят вопросы. Да? Мы переходим к следующему выступающему. Передаем слово менеджеру по развитию экологического туризма ООО «Северный Урал» Людмиле Николаевне Нечитайловой, которая представит свой тур «Три вершины Урала». Людмила Николаевна, пожалуйста. Здравствуйте, как слышно меня? Слышно хорошо. Пожалуйста, дайте мою презентацию на экран. Мгм.
Первый слайд. Спасибо. Итак, наш тур «Три вершины Урала». Можно следующий слайд открыть. Мы работаем уже 10 лет на Северном Урале, и последние 2 года мы работаем на территории Республики Коми, летаем с территории Республики Коми и летаем в том числе в арктическую зону на Приполярный Урал, в район гор Народный и Монорага. Следующий слайд, пожалуйста. Уже 2 года мы работаем с национальным перевозчиком Республики Коми, Коми Авиатранс. Мы летаем на вертолетах этого перевозчика, вертолеты Ми-8 у нас. Это перевозчик, который уже много лет летает в горах Приполярного Урала и прекрасно знает эту территорию. Следующий слайд, пожалуйста. В этом туре «Три вершины Урала» мы постарались объединить самые красивые, самые интересные локации Северного и Приполярного Урала. У нас много экстремальных программ и тяжелых походов, но вот этот тур мы разработали специально для неподготовленного туриста. Здесь не нужны ни палатки, ни спальники, ни тяжелые рюкзаки, ни многодневный трекинг. Следующий слайд, пожалуйста. Тур стартует в аэропорту города Ухта, финиширует в городе Усинск. Следующий слайд, также в аэропорту. Мы пролетаем на вертолете 800 километров общей сложности в течение 3 дней, 400 километров вдоль Уральского горного хребта, делаем облет вершин Монорага и Народная, облетаем всю долину Монораги сверху, пролетаем над платом Ань-Пупунёр, назад, пожалуйста, да, спасибо, и пролетаем даже плато Торы-Пуреис, это плато, запрещенное для посещения, но одно из самых интересных мест Республики Коми, мы пролетаем его сверху. Иногда нас спрашивают, как хорошо все видно из вертолета. Вот видно ровно так, как на этой фотографии, то есть каждую елочку и каждый кустик. Следующий слайд, пожалуйста. Программа тура включает 3 дня и 2 ночи. Экскурсию пешеходную на плато Ань-Пупунёр. На склоне горы Монорага мы высаживаемся, гуляем. На склоне горы Народная, это самая высокая вершина Уральских гор. И несложные однодневные прогулки в долине реки Монорага к водопадам и горным рекам и озерам. Следующий слайд, пожалуйста. Пролетаем мы над Печорой-Лычским заповедником и национальным парком Юду-2. Это объект наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». И именно с вертолета можно ощутить масштаб этих лесов, их бескрайние просторы. Следующий слайд, пожалуйста. Проживание в горном приюте Монорага. Это дом отапливаемый, теплый, в долине реки Монорага на берегу горного озера. Следующий слайд, пожалуйста. И походы у нас не больше 4-5 часов, без тяжелых рюкзаков, налегке, с маленьким рюкзачком и фотоаппаратом. Следующий слайд, пожалуйста. Садимся мы на высоте 1000 метров на склоне горы Монорага, Народная. И следующий слайд, пожалуйста. И на плато Ань-Пупунёр это 800 метров. И, пожалуйста, следующий слайд. Так, здесь QR-код, как нас можно найти, и на следующем слайде все наши контакты. Стоимость тура 91 тысяча рублей. Это на человека, размер группы до 12 человек, но цена не зависит от количества человек в группе. Мы самостоятельно эти группы набираем, и не увеличивается цена, если мы набрали больше или меньше. Всем большое спасибо за внимание. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо большое, Людмила. Ждем вопросы. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Скажите, пожалуйста, вот у нас такой вопрос. QR-коды на турах требуются в настоящее время? То есть для приобретения, если у нас организованная группа собирается, то с QR-кодами, да? Как и на всех мероприятиях? Требуется для размещения в гостинице, если вы планируете ночевку перед вылетом. Но если его нет, можно снять, например, частную квартиру. Сейчас заповедники и нацпарки, на территории которых проходит тур, QR-коды пока не требуют на данный момент. Но программа летняя в любом случае начнется в июне. Полеты на Приполярный Урал мы начинаем только в августе, когда спадает количество мошки, которое там есть. Поэтому к тому времени уже надо будет узнавать актуальную информацию. То есть маршрут в течение
всего летнего периода может, да, меняться. Да, если в августе вы... Маршрут данного тура не меняется, ну, а условия по QR-кодам, конечно, постоянно надо отслеживать. Мгм. Маршрут программы какая есть, такая есть, и она реализуется в августе и в сентябре. Ну, просто вы сказали, что в августе вы начинаете полеты уже на приполярный Урал, ввиду там, поэтому... Становится уже мало мошки, но при этом еще достаточно тепло, а осенью и вовсе начинается прекрасная золотая и красная осень на Приполярье. Защитные средства от мошки какие? Вот у нас еще поступил вопрос, Это там поступил точно вопрос, мошкары. с собой какие защитные Защитные средства от мошки, от какие мошкары, да. можно брать от мошки? Ну, в конце августа и в сентябре не нужны они, в это время уже достаточно прохладно и мошки нет, но на всякий случай можно взять противомоскитную сетку, если, например, в первой половине августа тур проходит, то противомоскитная сетка – это самый надежный вариант. Ну, почти все посадки у нас на горных хребтах, там в принципе нет мошки никогда, это высоко ее там сдувает. А в долине реки мы садимся, ну, именно потому и проводим тур со второй половины августа, чтобы насекомых уже не было. Можно еще вопрос? Вот еще вопрос у нас. Людмила, Людмила, вы слышите меня, да? Это прекрасно. Ага. Людмила, вот такой вопрос. Вы выезжаете на дикую природу. А нужно ли туристам делать заранее, допустим, антиклещевую, антицефалитную прививку? Нет, в этом регионе нет клещей, слава богу, ни на Северном Урале, ни на Приполярном, прививки не нужны. Так, у нас поступили вопросы. Пожалуйста, покажите мне их. На Юг-2 просто пролетаем или мы там высаживаемся? И Монорага, и Народная – это территория национального парка Юга-2, наши посадки. И приют Монорага – это тоже территория национального парка Юга-2. Мы там живем 2 ночи и гуляем там еще 2 дня. А дикие звери, ну, из проведенных уже экскурсий, возможно ли увидеть диких зверей, да, пока там проживают На плато туристы? На плато Мань-Пупунёр в августе можно увидеть и оленей, и медведей, и зайчиков, и куропаток, и обязательно их наши туристы видят очень близко рядом с собой, они занимаются своими делами, и наша самая большая просьба к туристам за ними не бегать и не сфотографировать слишком близко, чтобы не пугать животных. А в долине реки Монорага, ну, птиц увидите, но вот там наши туристы еще не встречали животных так близко. А вот у меня вопрос, да, еще хотела узнать, ну, вопрос можно и к Павлу, и к вам. Все-таки это такие серьезные, так скажем, да, не однодневные туры. Если, что касается медицинской помощи, если с собой каждый турист должен взять некую медицинские, ну, какие-то лекарства, или туроператор имеет какой-то перечень медикаментов? Аптечку расширенную. Каждый турист обязательно берет свои индивидуальные медикаменты. Если есть какие-то индивидуальные заболевания, мы просим их взять в расчете аж на 2 недели. На случай непогодных задержек, мало ли что бывает, свои индивидуальные лекарства нужно брать. А так наши гиды умеют оказывать первую помощь. У нас каждый пассажир застрахован с правом вывоза на вертолете эвакуации. Наши туристы, конечно, тоже регистрируются в МЧС. У нас спутниковая связь с собой, спутниковые трекеры. И, конечно, расширенная аптечка всегда. Угу. А вот еще вопрос поступил от Анны. Показываете ли вы рыбные места на турах? Вот в этом туре конкретно на территории нацпарка Юга-2 места очень рыбные, но рыбачить там нельзя. Это национальный парк. На данный момент рыбалка там запрещена. Угу. Так, хорошо, спасибо. Вопросов больше нет. И я передаю слово. У нас сегодня в гостях в Национальной библиотеке нас посетил специалист по связям с общественностью Финно-Угорского этнопарка Алиса Игоревна. Поэтому она свою презентацию проведет со стен библиотек. Пожалуйста, вам слово. Просим включить. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот сейчас загружается моя презентация. Моя первая презентация посвящена яркому, колоритному, самобытному празднику «Тур по следам старообрядцев, извините, заговариваюсь, который проходит в середине лета.
11 и 12 июля – это День святых апостолов Петра и Павла. Это очень старинный праздник с вековыми традициями. Так, я прошу запустить мою... Ага, все, пошло. Ага. Вот уже по обложке видно, какие красочные костюмы. Это настоящие старинные костюмы, которые в этот день одевают жители старообрядческого села Усть-Цильма. Тур рассчитан на 3 дня, стоимость 14 100. Значит, стартует у нас тур в Ухте. Мы встречаем гостей в аэропорту города Ухты. Обязательно часть программы – это экскурсия по Ухте, знакомство с родиной первой нефтепромышленности. Насколько мы все знаем, что именно в Ухте впервые началась добыча нефти. И обязательно посещаем поселок Ярига, где идет открытая добыча нефти. Нефть там добывается шахтным способом. То есть первый день полностью посвящен городу Ухта. Вот, кстати, одна из достопримечательностей – это у нас набережная Газовиков. Ее тоже покажем. Второй день посвящен как раз Усть-Цильме и этому пестрому колоритному празднику горки. Обязательная часть программы – это экскурсия по улицам Усть-Цильмы, знакомство с историей Усть-Цильмы, с ее традициями. Обязательно вот пижемская роспись, это будет мастер-класс по пижемской росписи, обязательная часть программы. Ну и уже под вечер гости присоединятся к яркому колоритному празднику Усть-Цильмская горка. То есть им дадут возможности примерить эти костюмы, сфотографироваться в этих костюмах. Многие костюмы, конечно, уже шьются из современной ткани, но многие жители Усть-Цильмы трепетно и бережно хранят костюмы своих бабушек и прабабушек. То есть эти костюмы, которым по 300 или по 200 лет. То есть это уникальный такой тур, который позволяет открыть для себя и Ухту с точки зрения нефтепромышленности, и открыть для себя старинный праздник – горку, Усть-Цильмскую горку. Вот, еще раз повторюсь, что тур рассчитан на 3 дня, стоимость путевки 14 100. А вот у меня такой вопрос возник. Получается, он в определенный период проходит, если Да, вот да. праздник проходит? Да, да, то есть это сегодня я хочу, сразу Мгм. уточню, что сегодня я провожу презентацию 2 туров. Это 2 тура такие, которые, скажем так, сформированы под конкретные праздники. То есть это турпродукт событийного туризма. Так, и первый праздник у нас в какой Первый период? праздник – это вот лето, летний праздник, 11 и 12 июля, Усть-Цильмская горка. А заявки, когда можно записываться в группы, вы собираете уже заранее, да? Да, конечно. Мгм. Группа от 15 человек. Группа от 15 человек. Если есть желающие посетить Усть-Цильму, Сразу 2, то есть и Ухту, и Усть-Цильму. и Ухту, и Усть-Цильму, да, познакомиться и с праздником таким довольно популярным в нашем регионе, пожалуйста, вы можете уже выходить на Финно-Угорский этнопарк и оставлять свою заявку. Да? Да, конечно, мы уже принимаем заявки. Поэтому и переходим готовы к следующему работать. туру, да? Угу. Следующий тур. Следующий тур тоже посвящен очень интересному, тоже самобытному празднику. Тур «Праздник Севера». Сразу уточню, что «Праздник Севера» венчает спартакиаду народов Севера. То есть, приехав на этот праздник, вы откроете для себя вот заполярную Воркуту. Если повезет, увидите, конечно, и северное сияние. Очень красивое явление природы. Тур стартует опять же в городе Воркута, в аэропорту. Мы встречаем наших гостей. Обязательно экскурсия по Воркуте, обязательно часть программы. То есть мы покажем все достопримечательности, расскажем об интересной истории, как началась геологоразведка. То есть вот, пожалуйста, памятник Алексею Чернову, это великий ученый, улица Чернова есть в городе Сыктывкаре. Он первым открыл вот эти пласты угля именно в Воркуте. Ну и потом, конечно же, после знакомства с Воркутой, следующий день будет полностью посвящен гонкам на оленях упряжках, вот этому спортивному празднику, который тоже носит такой вот национальный, колоритный, самобытный характер. Участвуют и мужчины, и женщины, это очень захватывающе, то есть кто никогда в жизни не видел оленей, вот, например, как я, тот их может увидеть впервые, да. Опять же, там проходят и соревнования по национальным видам спорта, там ловля оленя на аркан, прыжки через нарты. И вот венчает праздник, как правило, вот демонстрация национальных костюмов. Тоже очень красивое такое вот мероприятие. Самобытное, уникальное и чисто воркутинское.
То есть, опять же, тур, который позволяет убить сразу, грубо говоря, сразу двух зайцев. То есть мы знакомимся с Воркутой и ее историей. На второй день мы становимся свидетелями красочного спортивного зрелища. Более того, подчеркну, что важно, что я опять же говорила, да, что гонки на оленях венчают спартакиаду, заполярную спартакиаду. Как правило, это многодневный спортивный праздник, это своего рода олимпиада, олимпийские игры местного значения, но собирает большое количество спортивных звезд. То есть вот на гонке на оленях это уже дни, когда соревнования закончились, спортсмены могут расслабиться, и они тоже приходят на эти праздники и тоже становятся зрителями вот этих гонок на оленях. То есть у вас есть возможность, может быть, встретить каких-то великих лыжников, известных хоккеистов. То есть взять у них автограф, сфотографироваться, это тоже вполне возможно вот в эти дни в Воркуте. Хорошо, спасибо за выступление. Вот у меня такой вопрос. Каким образом добираются до Воркуты? На каком транспорте? Как это все запланируется? Сколько времени дорога? Ну, у нас все-таки тур рассчитан на то, что мы встречаем в Воркуте в аэропорту. Есть еще железнодорожный В Воркуте транспорт. уже встречают, да, все Да. собираются сами, Да. определяется дата, все берут самостоятельно путевки, а вы уже организуете, так скажем, сам тур в Воркуте. Да, Хорошо. да. А Проживание, вот, питание. Первый, который Первый также. Первый Приезжаем также. в Воркуту, мы встречаем в аэропорту. в Ухту. Да, в Ухту. Все хорошо. Вот у нас еще поступил вопрос от Анны. Кстати, можно ли в указанные туры съездить по кэшбэку? Ну, скажем так, мы все прекрасно знаем, что сейчас опять вновь открыто окно продаж по кэшбэку, закроется оно 12 апреля. То есть, если опять Ростуризм объявит очередной старт продаж путевок по туризму на эти даты, конечно же, мы включимся в эту программу и будем продавать через сайт Виногорского этнопарка туры, по которым можно получить кэшбэк. Вот сейчас мы продаем туры, да, в гости к охотнику Ирка, по которым предполагают проживание и питание и программу Финно-Угорского этнопарка. То есть можно отдохнуть 3 дня, 2 ночи в этнопарке и получить кэшбэк. То есть покупатели уже есть, люди покупают туры через наш сайт, и денежки 20% от стоимости тура им возвращается. Это хорошая возможность. Это уникальная возможность. Я думаю, простимулирует, да, туристов посетить такие туры. Вот у нас еще от Анны поступил вопрос, сколько стоит тур в Воркуту, да, наверное, Ну, не я скажу, озвучили. что тур в Воркуту, он дешевле тура в Усть-Цильму, он стоит 9700 на человека. 9700, да, ну и учитываем еще свои транспортные Да, свои расходы транспортные до Воркуты. Смотрите, я еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки тур в Воркуту, опять же, он проходит в определенные даты, это 25-26 ноября, 25-26 ноября, а получается тур по следам старообрядцев, он проходит 11 и 12 июля. Ага. А есть ли какие-то скидки, возможно, для организованных групп, для пенсионеров, да? Ну, это все индивидуально рассматривается, Индивидуально, в индивидуальном порядке. Все хорошо, ждем еще вопросы. Если у кого есть вопросы, пожалуйста, пишите. Так, вопросов больше нет. Поэтому, так. А у нас поступил вопрос за кадром к Павлу. Павел, вы еще здесь? Я не вижу. Да, конечно. Вот у нас такой вопрос. Если человек не был на Полярном Урале, но оказываете ли вы услуги проводника? Каким образом? Да, конечно. Скажите сейчас, оказываете, то есть в индивидуальном порядке можно человеку к вам обратиться, и вы сможете его проконсультировать. Да. Что имеется конкретно? Допустим, интересует сабля и раиз. Ну, хотелось бы тут посетить район с группой, но нет проводника. Экипировка вся есть.
Ну, здесь, то есть, определенный запрос, то есть индивидуальный тур, возможен ли обговорить индивидуальный тур, то есть есть группа туристов, которая уже обладает определенной экипировкой и которым нужен только проводник. Возможно ли оказать эту услугу? Конечно. То есть можно к вам обратиться, да, и все обговорить в индивидуальном Да, порядке. да, согласовать даты, если у нас на это время будут свободные проводники, мы, естественно, сможем организовать. Все Я могу хорошо. привести как пример. В прошлом году к нам обратилась группа с Нижнего Новгорода, у них сорвался сплав по Карии. Буквально за 2 дня мы подготовили все им, и я их провел в туре каньон Нияю. 10 дней, им очень все понравилось. В восторге, уже сказали, что в следующем, в 22 году, ой, 23-м, мы уже к вам, ребят, поедем целенаправленно. Отлично. Я думаю, что если у кого-то возникло желание посетить туры, которые сегодня наши уважаемые туроператоры вам представили, вы можете обратиться к ним. Также, если появились какие-то у вас, есть желающие какие-то определенные индивидуальные туры сделать свои, вы тоже можете обговорить все уже в личном порядке. Вот тур на Воркуту спрашивают, какая численность группы, от 15 человек у нас. Вот у нас поступил, да, уже ответили, в тур на Воркуту какая численность группы? От 15 человек. Да, от 15 человек набираем. Так, все тогда. Вопросов больше нет. На все вопросы ответили. Я выражаю особую благодарность вам, выступающим, что вы сегодня смогли подойти к нам, выйти, подготовили презентации и открыли наш сегодняшний день Арктики. Большое вам спасибо. Я думаю, что если кто-то заинтересовался, они обязательно к вам обратятся. Если у кого-то есть вопросы и кто-то не сможет с вами связаться, вы всегда можете обратиться к нам в Национальную библиотеку, мы тоже поможем связаться. Всем огромное спасибо. Всем хорошего отдыха. Я думаю, что данные туры заинтересуют многих, тех туристов, которые хотят экстремальный отдых, которые любят экологический отдых, ну и также те, кто захотят познакомиться с многонациональными традициями нашего региона. Всем спасибо. До свидания. До свидания.